Это история, высеченная в камне, которая обрела новый голос. В сердце горной Ингушетии, на отрогах величественной Цейлам, после масштабной реконструкции и реставрационных работ открывается башенный комплекс Келии, одна из жемчужин ингушского зодчества. По-настоящему восстановительные работы, которые провели здесь археологи и реставраторы, вернули к жизни целый пласт национальной культуры. Все это стало возможным в рамках грандиозной программы по восстановлению башенных комплексов, которую инициировал и финансирует предприниматель и меценат президент группы Сафмар Микаил Гуцериев. Благодаря договоренностям с руководителем субъекта Махмуд Али Калиматов, кстати, лично оценил качество работ, зашел внутрь одной из башен и пообщался с подрядчиком. يمولر وأخذنا حكاية دايري زرقي يموير باتش بريكن. Ага. Ну камень наш. كامل بيرجي أوزدامو بخابوز بدو قامو بخيرة تتحنغالا بيوتشا توش باتسر بس كذي حد بيمبو يخي مو بسر أوزر كير حقول بابا. В ходе работ восстановили 5 башен, одна из которых легендарная боевая, пятиэтажная, со ступенчато-пирамидальной крышей. Как отметил глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов, аварийно-восстановительные работы были проведены грамотно и своевременно. Если бы не это вмешательство, возможно, уже через 10, 20 или 50 лет от уникального памятника истории мало что осталось бы. Теперь же он спасен для будущих поколений. Действительно, первоначально, когда мы с Микаилом Сафарбеком говорили, и у него идея это была, это огромные средства, это не 1 миллиард. Это создан был благотворительный фонд возрождения по Ингушетии. И, естественно, фонд и Сафмар, который руководит Микаил Сафарбекович. Но самое главное было начать. Начать было сложно. Вот ответственный, еще тут ответственные лица есть, и специалистов. Самое главное, что он пригласил специалистов из Питера, других археологов, этнографов. И первоначально научный подход, изучение, как должно быть, как не нарушить, как не навредить, в первую очередь. Ну и, конечно, заповедник. Здесь даже слой определенный только можно снимать с земли, например. Потому что здесь надо обязательно археологические раскопки тогда делать. Но я считаю, 50 лет, еще пройдет 70, мы их потеряем. Потеряем. Потому что уже сложно. Они уже полуразрушены. Вот сейчас я зашел, там стены-то полностью восстанавливают некоторые. Внутри там видишь, там, понимаешь ты? И кроме того, я хочу сказать спасибо конкретно Микаилу. Особую значимость событию придала встреча с теми, для кого Кели не просто поселение, а родной очаг. Глава республики Махмуд Али Калиматов пообщался с уважаемыми старейшинами. Аминь. Один из старейшин, переживший депортацию и выселение прямо из этого селения, от всего сердца выразил благодарность за спасение родовых башен. Старцы отметили, что Микаил Гуцериев вовремя вмешался и не дал исчезнуть наследию предков. Estatu Gutri Mikaelui, Yagala, Jerjim, Sobina, der Reas Houtzen, der Hochis, der Tachen Yavachen, nach was der Usbandos, so Tachen mehr Bobi, Tachen erster Seiger, Tatam, Глава Ингушетии подчеркнул, что заслуга в этом президента группы Сафмар Микаила Гуцериева, но восстановление башен лишь часть огромной работы. Благодаря созданному специально для Ингушетии фонду возрождения уже восстановлено 134 объекта в горах, на стадии завершения 86, а до конца 2025 года планируется сдать в общей сложности 220 объектов. Вообще программа на 10 лет. Он сказал, что он может, а и вчера буду эту программу делать. На следующий год цифра у нас однако сошла 160. Берутся на следующий год, в 2026 году сделать. Понимаете? Я хочу сказать, такого огромного, благородного дела у нас в стране я не слышу, чтобы в таком объеме исторические, археологические, архитектурные памятники восстанавливали. Точно не знаю. И поэтому Ингушетии повезло, что есть Микаил Сафарбекович, наш
ингуш, который сказал, я буду делать. Вот интересный момент. Волнушки сейчас начнут делать, да? Уже начали. Начали. Он пригласил специалистов, а они говорят, скала расходится. Там трещина появилась. Он говорит, первоначально надо стянуть ее. И вот на это 200-240 миллионов, только чтобы стянуть ее, привести ее в первоначальное состояние. Специалисты изучили и сказали, что там трещина, и он расходится. Поэтому он говорит, первоначальный этап у нас, мы ее будем стягивать. Ну и специалист знает, как это делать. После этого только начнут волнушки приводить в порядок. Объекты исторические, чтобы они сохранились не только для Ингушетии, не только для Кавказа, но всей России. И я вам скажу, для всего мира. Придет то время, когда сюда будут приезжать и со всего мира. Понимаете? Потому что это, нет таких вещей. Мы уникальны. Руководитель субъекта также напомнил о многих других благотворительных проектах. Это и беспрецедентная программа по благоустройству более сотни кладбищ по всей республике, и создание уникальной IT-академии, и открытие школы каменщиков, готовящей специалистов для реставрации. Для этих целей даже запущен карьер Фуртовский-2, который обеспечивает стройки историческим камнем. Руководитель субъекта напомнил собравшимся и о многих других благотворительных проектах. مشانيس مخش واتسقفي حطوا خلمفيز مشان حلي شوتك الله دачу 200-220 человек минуты давала тише давала вижу азер штамди зизвей ваша дадия камел да хайен авот. Многолетний проект мецената и предпринимателя, президента группы «Сафмар» Микаила Гуцериева – это полная реставрация средневековых башенных комплексов. К работе привлечены лучшие историки, архитекторы и реставраторы. Как отметил представитель группы «Сафмар» Микаил Тумгоев, впереди грандиозный десятилетний план. Если не сделать этого сейчас, многие башни могут быть безвозвратно утеряны. Тяжелая работа, огромная работа в горной части Ингушетии. То, что касается реставрации башен. Но все это было бы невозможно, если бы нам помогал бы Махмуд Али Макшарипович. Большое, огромное спасибо ему, за то, что он нам помогает. Любая сложность, которая у меня возникает, я с ним 24 часа на связи, на телефонной связи. Звоню, говорю, мне вот такая-то проблема, нужна ваша помощь. Моментально любой вопрос решается. Огромное вам спасибо за помощь. Я обязан. Следующее у нас намечается Эбан. Это туда дальше, в Джайрах, Ахильгово, Цискиевские башни. Мы завершили, сейчас там убирают территорию. Я думаю, на следующей неделе мы будем уже откроем. И важный момент, там большой комплекс, порядка 10 жилых башен, боевая башня, стена, очень огромный комплекс. Большой, да. И все это тоже благодаря Микаилу Саварбековичу Гуцериеву. Огромное ему спасибо, то, что он финансирует, помогает нам в строительстве башни. И постоянно на контроле. Неделю-два раз минимум у нас совещание по телефону происходит, он интересуется ходом строительства работы. Живые свидетели истории, старейшины не скрывают эмоций, они говорят о великом деле, которое делает Микаил Гуцериев для сохранения культуры и истории Ингушетии. Их слова – самая высокая оценка проделанной работы. شي ملحوظ ده چما شي ده چو واقعي ويش إيمان بركة إي دين الله صوّلش وهدنيش مجولش خيال يلسندال قاستا تخيرت زماجدي كاست عوري الرس اسخنو يتري دال بحن ازقوت ده سن رزقي سن دين البحن دولش بلانجرتر ماجدي جيستي ديالر درس ميكاز دق عمديات كشمج متوادياتسو يوي درس كرس درس توم ديات تقيق عمدواتي تا يجي يوي لومي توي عندهم أتبناه مو أتبابو цундярия, собственно, Важнейший принцип, который соблюдался здесь неукоснительно, абсолютная историческая достоверность, чтобы башни снова стали такими же, какими их знали предки. Реставраторы использовали тот же камень и те же многовековые технологии, что и ингушские зодчие в Средневековье. Стояла задача воссоздать оригинал без единого архитектурного новодела, что, очевидно, получилось на все 100. Защищая свои семьи, горцы возводили боевые башни и каменные жилища, а горянки создавали в них уют и растили в этих стенах достойных носителей
представителей ингушской культуры. Уникальные по своему строению и задумке ингушские башни олицетворяют собой непоколебимость наших предков перед невзгодами, их мудрость, мужество и великодушие. И очевидно, что не сохрани наше наследие сегодня, оно могло быть навсегда утеряно завтра. Благодаря своевременному вмешательству президента группы Сафмар Микаила Гуцриева в рамках масштабной программы по восстановлению башенных комплексов возрождаются целые поселения в Горной Ингушетии. Адам Мережков, Белял Ахильгов, Магаз 24.